Советского информбюро. Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля по 12 мая 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью было освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий, путем разгрома удерживающей Крым 17-й немецкой армии генерал-полковника Йеннеке. В освобождении Крыма принимали участие около 2000 кутян. Большинство воевали в составе отдельной Приморской армии, а остальные в составе 4-го Украинского фронта. Васильев Илья Михайлович из Усть-Алданского района был призван в мае 1943 года. Воевал за освобождение Крыма в отдельной Приморской армии в качестве наводчика. Борисов Прокопий Федорович из Нюрбинского района, окончив Вилюйское педагогическое училище, работал в Арусунской школе, военруком, имел бронь, но в 1943 году добровольно ушел на фронт. В составе отдельной Приморской армии освобождал Крым, был командиром, наводчиком минометного расчета, младший сержант. Егоров Михаил Гаврилевич был призван из Сунтарского района в 1943 году. Был убит в бою при освобождении Крыма 4 марта 1944 года. Жирков Гаврил Гаврилович из Намского района вспоминал: в 1943 году исполнилось 18 лет, призвали на фронт. Первый огонь войны встретил при штурме десанта на Крымском полуострове. С очень большими потерями отняли у врага маленький клочок земли и сидели в обороне. 11 апреля было общее наступление. В этот день, освободив Керчь, шли вперед, на юг, по пути освобождая населенные пункты и города ценой огромных потерь. Битва за Севастополь была самой ожесточенной. 7 мая была взята Сапун-гора. Я получил ранение в ногу. 7 мая начался штурм Севастопольского укрепленного района, имевшего многочисленные железнобетонные доты и дзоты, построенные на холмах и высотах на протяжении 9 километров. Все эти первоклассные оборонительные сооружения были прикрыты широко развитой сетью траншей, проволочных заграждений и минных полей. Хлопков Михаил Николаевич ушел в армию в июне 1942 года, танкист. Вспоминал, как в бою за Мелитополь сражался один в танке, стрелял осколочным по немецкой пехоте, был ранен и по пути в санчасть встретил 2 якутских девушек, закончивших в 1943 году Якутскую фельдшерско-акушерскую школу. Они были призваны санитарками в эвакуационный госпиталь. Встреча с земляками очень обрадовала. Недолго пролечившись в госпитале, вернулся в свой 4-й Украинский фронт. Из воспоминаний Хлопкова. Наступление на Севаш было стремительным. По пути очищали города от вражеских захватчиков. В Симферополе на деревянном постаменте поставили Т-34 как памятник. Победу встретил уже снайпером. Утром советская артиллерия открыла ураганный огонь по позициям противника. Над укреплениями немецкой фашистских войск появились крупные соединения наших бомбардировщиков и штурмовиков. После артиллерийской и авиационной подготовки наши войска начали штурм мощных узлов немецкой обороны. В ходе штурма командующий армией генерал армии Толбухин применил военную хитрость между массированными ударами авиации для того, чтобы силы врага вернулись на свои позиции, в наступление отправили приготовленные муляжи солдат, после чего еще был произведен массированный авиационный удар. Колесов Афанасий Яковлевич родился в 1923 году в Намском районе, призван в 1943. Воевал в боях за Керчь, Феодосию, Севастополь, Симферополь, Бахчисарай и Балаклаву. Самые ожесточенные бои были за Керчь и Севастополь. 6 мая 1944 года Афанасий писал отцу: «Я с винтовкой в руке, вещмешком, с Керченского полуострова дошел на своих двоих вплоть от мыса Севастополя. Посмотрите маршрут солдата. Здесь повсюду лежат разваленные немецкие танки, самолеты. Больше мне писать не о чем. Вернусь с победой». В ночь на 7 мая был ранен осколком гранаты в руку. На самом же деле все было так. Афанасий поймал на лету вражескую гранату и кинул ее обратно. Командир, находившийся рядом, высоко оценил поступок бойца, впоследствии подав рапорт на награждение.
В результате ожесточенных боев прорвана главная полоса Севастопольского укрепленного района противника. Наши части овладели важнейшим узлом обороны немцев Сапун-горой. Противник предпринимал буквально все меры, чтобы спасти положение. Немцы бросали в контратаке пехоту, танки и самоходные орудия. Против наших наступающих войск они использовали все свои огневые средства. Однако удар советских войск был настолько ошеломляющим, что противник понес тяжелые потери и оставлял одну позицию за другой. Только в районе Сапун-гора истреблено свыше 4000 гитлеровцев, взорвано 36 дотов и 27 дзотов. Тимофеев Павел Гаврилевич из Сунтарского улуса. С 1931 года работал учителем шиитской школы. В июле 1943 года был призван на фронт. Бои для него начались в апреле 1944 года, когда после продолжительной артподготовки советские войска атаковали Керчь. Павел Гаврилевич вспоминал: враг отвечал огнем из артиллерии и минометов. Самолеты бомбили без остановки. От разрывов снарядов и мин гремела земля. Автомат в моих руках был раскален. В бою за город Керчь я был тяжело ранен. В эти дни многие из однополчан погибли. Захвачено много пленных и трофеев. Развивая успех, советские бойцы выбили немцев из ряда высот и опорных пунктов и завязали бои на ближайших подступах к Севастополю. Голиков Николай Иннокентьевич из Татинского района, 1919 года рождения. Перед штурмом Сапун-горы командир дал приказ: утром артиллерия откроет огонь, после чего пехота пойдет в атаку. Твоя задача – открыть беспрерывный огонь по амбразуре врага, расположенной на вершине горы. Командир батальона поблагодарил меня перед строем. Голиков сыграл решающую роль, его пулемет стрелял безотказно, что способствовало нашей победе. В течение 9 мая в Крыму войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии штурмом овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море городом Севастополь. Советские артиллеристы выдвинули на побережье до 60 орудий и прямой наводкой уничтожали вражеские суда, находившиеся в северной и южной бухтах. Тем временем советские пехотинцы и танкисты при поддержке массированных ударов авиации и артиллерии пошли на штурм внутреннего Севастопольского обвода, последнего железно-бетонного оборонительного рубежа немцев на ближних подступах к Севастополю. Эверстов Игнатий Степанович был призван в армию в 1943 году. В боях за Керчь был назначен писарем командира горнострелкового полка. Когда погиб предыдущий писарь, полковник заставил всех написать диктант, и лучший результат по русскому языку показал рядовой Эверстов. Вспоминал случай. К ним на учениях в его часть приехали военруки. Игнатий подошел к делегации и увидел своего двоюродного брата Гаврила. Радости не было предела. В наградном листе написано: в боях за освобождение Крыма от немецких захватчиков показал себя храбрым воином. В бою за безымянную высоту он первым добрался до огневой точки противника и гранатами уничтожил ее расчет, что способствовало беспрепятственному продвижению стрелковых подразделений. При отражении контратаки своего личного оружия уничтожил 5 немецких солдат. За проявленную отвагу в выполнении боевой задачи Эверстов был удостоен правительственной награды Ордена Красной Звезды. При взятии той самой безымянной сопки из роты осталось только 4 человека. Советские части разбили немецко-фашистские войска, оборонявшие внутренний обвод, заняли Малахов, Курган, Слободу Корабельную, Слободу Рудольфову и ворвались в центр города. В ожесточенных боях наши войска разгромили противника и полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков город русской славы Севастополь. Дмитриев Семен Максимович из Мегино-Кангаласского района был призван в августе 1942 года. Назначен наводчиком 82-мм батальонного миномета, освобождал город Керчь. Вспоминал: находился в первом десанте на боевом катере. После этого мы были брошены на штурм знаменитой впоследствии деревни Чернушки. В этом бою Александр Матросов своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Я был ранен, отправлен в госпиталь. После госпиталя освобождал города
Севастополь, Симферополь, Ялта и другие. Разгромлена крымская группировка немцев, и Крым полностью очищен от немецких захватчиков. Противник понес полностью огромные потери в живой силе и в технике. Иванов Павел Алексеевич был призван в 1941 году из Сунтарского района. Вспоминал: «Большая битва произошла в 15 километрах от Севастополя. Был переход с горы на гору. 5 мая наша часть не смогла взять одну сопку с 6 утра до 3 часов дня. Наша рота пошла на подмогу. Смотрю, наши бегут снизу, а их убивают сверху. Мы вдвоем поползли наверх, приблизились на 20 метров. Над нами безостановочно стреляет станковый пулемет. Рядом оказалась яма, я спрятался в ней. Товарищ перешел на мое место, подкинул мне противотанковую гранату. Выкинул ее на центральный пулемет, тот полетел наверх. 2 маленьких пулемета взорвал маленькими гранатами. Сговорившись с другом, вошли во вражеский окоп и разбросали гранаты. Вошли наши. Пробежали 3 километра, нам дали приказ штурмовать вторую сопку. Я уничтожил 3 ручных пулемета и 1 ротный миномет, за что был награжден орденом Красной Звезды. В 1941-1942 годах советские войска в невиданно тяжелых условиях 250 дней обороняли Севастополь. Длительная героическая оборона Севастополя в 1941-1942 годах Красная Армия показала непревзойденный пример мужества и храбрости. В мае 1944 года Красная Армия, в 3 дня овладев крепостью и военно-морской базой Севастополя, одержала еще одну славную победу. Мы всегда должны помнить доблестный подвиг наших земляков, сражавшихся за сегодняшнее мирное небо. С января по апрель 1944 года, в период подготовки боев за Керченский полуостров, Перекопский перешеек, погибло много якутян. У большинства погибших дата смерти приходится именно на период январь-апрель 1944 года. По неполным данным, из 113 погибших в Крыму якутян, 50 человек погребены на Керченском полуострове. Вечная память павшим и вечная благодарность живущим героям Великой Отечественной войны.